Кусок рельсы с узкоколейки Рудик-Воркута-Обом, можно сказать, живой свидетель ГУЛАГа. Когда-то с его помощью отсчитывали, а вернее отстукивали время в лагере. Подъем, обед, отбой. На этой выставке каждый экспонат уникален. Именная ложка, на которой некий заключенный Толя нацарапал свое имя. Колючая проволока, которой окружали лагеря. Эти вещи когда-то привезли с собой участники поисковых экспедиций Фонда покаяния. Вот в этих толстых альбомах, по словам сотрудников музея, не просто отчет о проделанной работе, а целая научная работа. Мы очень просим тех приходящих на нашу выставку, пожалуйста, потрогайте руками. Пожалуйста, откройте мартиролог, посмотрите. Пожалуйста, возьмите воспоминания, прочитайте. Пожалуйста, зажгите ту свечу памяти. Мы вам дадим такую возможность. Посмотрите на эту колючую проволоку. Попробуйте посмотреть на ту рельсу узкоколейки в Воркута-Обом 69 километров. Ту, именно через которую стали вывозить воркутинский уголь. Ведь это история нашей республики, прежде всего. И уникальность в том, что, наверное, а где вы еще это все найдете? А это одно из первых писем, которые прислали 20 лет назад, только что появившийся Комифонд покаяния. О своей судьбе написал Коваленко. Уроженец Белоруссии в 1950-е годы был репрессирован и выслан сюда на север. В 1997-м, уже реабилитированный, он просит помочь восстановить именно тех, кто, как и он, прошел через ГУЛАГ. Выслан на спецпоселение, вот здесь судьба типичная для многих. Всей семьей выслали, с женой и 6-летней дочкой. В 1950 году жена умерла в поселке Абесь. Что значит поселок Абесь? К 1950 году здесь уже была, Абесь был не просто лагерным пунктом, а фактически лагерем для умирающих, для многих тысяч умирающих. Такие письма в фонд приходили пачками. Писали сами репрессированные, их родственники, несли материалы для издания мартиролога. Часто обращались и до сих пор обращаются с просьбой найти сведения о судьбах их родных. Люди приезжают из Америки, Китая, Польши, Прибалтики. Однажды приехали к нам 3 брата на машине из Кореи для того, чтобы найти своего дедушку. И мы помогли им найти. Дальше приехал внук из Казахстана, тоже приехал разыскать своего дедушку. И он несколько лет нам постоянно помогал, благотворительную помощь лично сам оказывал. Он сейчас является, по-моему, прокурором всей Кустанайской области. И так постоянно связано. Много таких примеров. Тогда, 20 лет назад, к предложению издать мартиролог, вспоминает Михаил Рогачев, отнесся скептически. Сразу же возник вопрос, а где взять средства? Но, к счастью, финансирование взяла на себя республика. И вот сегодня издано уже 12 томов. В них сотни опубликованных воспоминаний. 140 тысяч имен репрессированных, поднятых из небытия. Но сколько их, невинно осужденных, до сих пор остаются безымянными? Через 22 лагеря, работавших на территории Коми, прошло около 1,5 миллиона человек. И работы у фонда до сих пор не впроворот. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.